На парадку дня двухдзённай работы камісіі звыш дзесятка пытанняў. Сярод асноўных стан спраў военно-палітычнай абстаноўкі ва ўсходнееврапейскім рэгіёне Организации договора об коллективной бяспецы. Это дает нам, парламентариям, возможность реально посмотреть на месте картину обеспечения безопасности в зоне ответственности Организации договора о коллективной безопасности, которую мы воспринимаем как единую и неделимую безопасность. Своевременно выявлять вызовы и угрозы, которые могут наступить в зоне ответственности ОДКБ. Таксама парламентары абмяркуюць праекты мадэльных законаў АДКБ, сярод іх аб забеспячэнні нацыянальнай бяспекі, аб бяспецы крытычна важных аб'ектаў, аб информационном супрадзеянні тэрарызму и экстремизму и шэраг іншых. Один из вопросов, по которому проводили разработки модельного кодекса, является Республика Беларусь. Это как раз-таки модельный кодекс о информационном противоборстве терроризму и экстремизму. Весь подготовительный процесс и регламент мы прошли. Этот модельный кодекс согласован со всеми государствами ОДКБ, поскольку перед принятием, безусловно, учитывается мнение, но и отражает интересы, национальные интересы каждого государства. Пачатак работы быў дадзены ў брэсцкім абласным выканаўчым камітэце, дзе гасцей вітаў намеснік старшыні брэсцкага аблвыканкама Андрей Клец. Для нас, конечно же, остро стоят вопросы безопасности, вопросы защиты, вопросы взаимодействия, вопросы обеспечения безопасности союзного государства, Единого экономического союза. У ходзе пасяджэння яго ўдзельнікі знаёмяцца з работай пагранічнага перахода і сустрэнуцца з супрацоўнікамі пагранічнай службы, а таксама наведаюць пагранічную заставу. Юрый Печур, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».